Привет, друзья! На прошлом уроке мы прошли, что такое корень и что такое окончание. Корень – это унгу, суффикс мюче и окончание тоже мюче. Сегодня у нас 13-й урок. Он üçüncü sabah. Мючелеры. Мы сегодня пройдем окончание ы. Жаңы сөздерді жаттағыла. Выучите новые слова. Баш, голова, көз, глаза, кулак, ухо, мурун, нос, оос, рот, чач, волосы. Давайте я буду говорить, а вы за мной повторяйте. Баш, көз, кулак, мурун, оос, чач. Окончание ы добавляется к слову, стоящему после слов менин, сенин, анын. Менин – это мое, мой, моя, мое, да? Сенин – это твой, твоя, твое. Анын – это его или ее. Для того, чтобы вам было легче далее учить окончание, вам нужно будет выучить друзей букв в кыргызском языке. Например, а, я, и – это друзья. И во всех словах, во многих словах они всегда идут рядом. И когда к ним, если в корне слова стоят эти буквы, а, я, и, то обязательно окончания будут ин или и. Если стоят в корне о, у, ю, то и во всем слове, скорее всего, о, у, ю они повторяться будут, и окончания будут у. Если стоят и е, если в корне слова будут стоять буквы и е, то окончания будут им, и. Если в корне слова стоят ю, то окончания будут ю. То есть этих друзей букв, если вы выучите, то вам в будущем будет легче учить окончания, потому что здесь все окончания они разные, но на самом деле это одни и те же окончания. Если, допустим, вот гласное вы уберете, то окончание просто м останется. Если здесь гласное уберете, то окончание просто м останется. А здесь останутся просто гласные, которые являются друзьями. Например, вот смотрите, сейчас рассмотрим на примере. Менин колум. О. Здесь смотрим о. Значит, ставим ум. Менин колум. Смотрим, в корне слова есть буква о. Значит, окончание будет ум. Сенин колум. Потому что менин в конце будет м, сенин в конце будет н, анын, то его, ее в конце будут гласные. Например, менин колум в конце м, да? Сенин колум в конце н, анын колу в конце гласная. Допустим, второе слово көз – это глаза. Менин көзüm – мои глаза. Почему мы поставили ю? Потому что здесь ө. А друг ө – это будет ю. И во всех трех случаях, видите, мы везде ставим ю, потому что это друзья буквы. Менин көзüm, сенин көзün, анын көзü. Если мы говорим менин, то в конце будет обязательно буква м. Если мы говорим сенин, в конце будет обязательно буква н. Если мы говорим анын, то в конце обязательно будет буковка гласная. Вот смотрите, менин колум м, да, ставим. Менин көзüm м. Сенин колун н ставим здесь. Сенин көзün тоже буква н.
Аның қолу мы здесь поставили просто гласную, которая является другом О. Вот здесь О, друзья У. Аның көзі. Ü и Ü это друзья. Во всех словах и во всех окончаниях они идут всегда вместе. Надеюсь, это вам понятно. Если непонятно, можете перемотать и посмотреть сначала. Дальше мы пройдем буквы К и П, как они меняются на Г и Б. Допустим, например, если последняя буква в слове К и П, то они меняются на Г и Б, когда будем добавлять окончание. Да? Пройдем на примере слова кулак. Кулак – это уши. Уши или ухо. Мои уши – менин кулагым. Видите, буковка К поменялась на Г. Мы не можем сказать менин кулакым. Обязательно К меняется на Г. Менин кулагым. Это правило такое, и его надо выучить. Сенин кулагын. Аның кулагы. Те же самые окончания, которые мы только что прошли. И К меняется на Г. Далее рассмотрим на слове мектеп. Мектеп – это школа. Моя школа – менин мектебим. Мы не говорим менин мектепим. Мы говорим менин мектебим. П меняется на Б при добавлении окончания. Менин мектебим. Сенин мектебин. Аның мектеби. Итак, мы прошли сегодня окончание. Нужно будет вам выучить друзей букв. Дальше окончание. Менин, сенин, аның. Какие окончания добавляются на существительные, да? И повторить примеры. И дальше выучить новые слова и дальше также повторить правило, что буковка К при добавлении окончания меняется на Г. Менин кулагым, сенин кулагым, аның кулагы. Далее, второе задание – это упражнение, как показано на картине. Баш – это голова, чач – это волосы, кулак – это уши, мурун – это нос, көз – это глаза, ос – это рот. Что вам нужно будет сделать? Вам нужно будет выучить, как будет моя голова, мои волосы, мои глаза, мои уши, мой рот, мой нос. Баш – это голова. Менин башим – моя голова. Чач – это волосы. Менин чачим – мои волосы. Көз – это глаза. Менин көзüm – мои глаза. Мурун – это нос. Менин мурунум – мой нос. Ос – это рот. Менин озум – мой ротик. Кулак – уши. Менин кулагым – мои уши. И также нужно будет написать, как будет твоя голова, твои волосы, твои глаза, твой носик, твой ротик, твои уши. Также его голова, его волосы, его глаза, его нос, его рот, его уши. Надеюсь, вам было все понятно. Давайте быстренько повторим, да? Новые слова обязательно выучить. Обязательно также выучить друзей букв, потому что они всегда во всей грамматике кыргызского языка повторяются. Дальше выучить грамматику КП, то, что они меняются на Г и Б, когда добавляются окончания. И сделать упражнение
на примере, как мы тут сделали, допустим, менин башим, это моя голова, и сделать также на примере тебя и его. Твоя голова и его голова. На сегодня все. Надеюсь, было все понятно, интересно. Желаем вам всем удачи. Если что-то непонятно, пересмотрите еще раз. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.